муравей. И ты говоришь этому муравью: ты человек. Я тебе помогу, не отчаивайся, будь твердо уверен, не теряй надежды. И будет этот муравей стоять на земле. Потом придет с другой стороны 40 других муравьев. И они будут идти для того, чтобы убить этого муравья. Ты их сразу идешь или оставишь? Нет, ты их оставишь. Для того, чтобы испытать этого муравья настолько, насколько он правдив. Разве есть сомнение в том, что ты можешь уничтожить этих муравьев одним движением руки? 40 сразу? Нет, сомнений нету. В силе сомнений нету. Это просто испытание. Оставь их, пока они приблизятся. Максимально приблизятся, и этот муравей не отчается. Аллах Всевышний превыше каждого примера. Если приходит воля Аллаха, все соберутся, и никто не навредит. И если Аллах будет с мусульманами, для них нету угрозы. История Ибрахима, алейхиссалям. Его народ объединился против него. Но Ибрахим знает, Аллах с ним. Он надеется, уповает только на Аллаха. Люди схватили его. Помощь Аллаха еще не пришла. Но Ибрахим твердо убежден, надеется только на Аллаха. Люди его поставили на катапульту, разожгли огромный огонь, от которого падают птицы с небес. Помощь Аллаха еще не пришла. Но Ибрахим твердо убежден в Аллахе и надеется только на него. Его бросили катапультой в этот огонь. Каково положение человека? Какое состояние? Что он чувствует? Он видит, это неминуемая гибель. Приходит Джибриль. И как это в этом предании говорится, хотя оно и слабое, что он пришел в своем настоящем виде. 600 крыльев. И когда Джибриль в настоящем виде приходит, он затмевает собой горизонт. Ничего не видно, кроме него. Приходит Джибриль и говорит ему: о, Ибрахим, если у тебя какая-то нужда, хочешь ли ты чего-нибудь? Джибриль, который одним краем одного из своих крыльев поднял 7 деревень Лута, поднял их к небесам и сбросил оттуда вниз. Джибриль приходит к Ибрахиму в тот момент, когда он идет к неминуемой гибели и говорит: хочешь ли ты чего, тебе нужна какая-нибудь помощь? Он говорит: что касается тебя, нет. Почему? Потому что он знает, есть тот, кто сильнее тебя. Я надеюсь только на него. И без его помощи ты не сможешь ничего сделать. И сказал: хасби Аллаху, ла иляха илля хуа, алейхи таваккальт. Достаточно мне Аллах. Нет никого достойного поклонения, кроме Него, и на Него я уповаю. И действительно, он попадает в этот огонь, но с ним ничего не происходит. Другой пример. Юноши в пещере, сура Кахф, история о юношах в пещере. Это были молодые парни. Их возраст был от 13 до 20 лет. Они знали, в этом дуне у них ничего нет. Враги ополчились против них и легко могут с ними расправиться. Но они уповают только на Аллаха. И делают дуа, чтобы Аллах сделал для них, как-то устроил их дела. И что делает Аллах? Направляет их в пещеру. Направляет в пещеру людей, которых ищут и которых собирается убить из-за их религии. Если бы кто-то искал место убежища, последним делом ему в голову пришла бы пещера. Почему? Потому что пещера — это место, где нету дверей, где в любой момент любой может тебя застигнуть, прийти, и ты не сможешь оттуда даже убежать. Но что делает Аллах? Их посылает в пещеру. И они засыпают все.
Один даже не остается, они знают, враги ищут их. Если они найдут, всех их убьют. Они одного даже не оставляют в качестве сторожа, чтобы он охранял, и чтобы сменяли друг друга. Но почему Аллах это делает? Потому что Аллах хочет им показать, уповайте только на Аллаха, и Аллах поставит вас, усыпит вас в таком месте, в котором сможет любой зайти. И вы будете спать, и они смогут легко вас убить. Но кто это сделает, пусть попробует прийти, и никто не смог. Аллах оставляет их в месте абсолютно незащищенным. Они спят и не могут даже убежать. Но такова воля Аллаха. Если Аллах чего-то желает, какое бы это место ни было, кем бы ни обладали люди, они ничего не могут сделать. Как в истории с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, и Абу Бакром, радиаллаху анхума. Они были в пещере, Абу Бакр говорит, если один из них просто посмотрит себе под ноги, то он непременно увидит нас. И чудо заключалось именно в том, что как бы обозлены курайшиты не были, какие бы планы они ни строили, они коварно собрали 10 людей до этого, чтобы убить пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и поджидали его дома. Но приходит воля Аллаха, и они ничего не могут сделать. Он проходит у них перед носом. И они ничего не могут сделать. Он в пещере. Если один из них посмотрит вниз, ничего, они куда денутся? Но такова воля Аллаха. Хасби Аллах, достаточно мне Аллах. Если будет на то воля Аллаха, то никто ничем не сможет никогда навредить. Более того, когда приходят в пещеру и видят враги, спящих своих, они врагов легко могут убить. Но Аллах говорит, если бы посмотрели на них, то испугались бы и бросились в бегство, и их сердца были бы наполнены страхом. Если проходит воля Аллаха, то люди ничего не могут сделать. Сколько бы они ни собирали, и чем бы они ни владели, силен тот и возвышен тот, кого возвысит Аллах послушанием. Слаб и унижен тот, кого унизит Аллах слушанием его.